Сегодня в Волгоградской области проживают представители около 150 народов и национальностей. Есть и населенные пункты, где преобладает тот или иной этнос. В нашем регионе одной из них – Малые Чепурники. Здесь уже более 250 лет живут татары. В год единства народов России наша съемочная группа побывала в Светлоярском районе, увидела местные достопримечательности и выяснила, когда лучше приезжать туристам, чтобы поближе познакомиться с татарской культурой. Репортаж Егора Китаева. Сюда заливали сливки, и вот механическим таким движением оно даже до сих пор пахнет маслом. Получалось вкусное сливочное масло. Таких маслобоек, говорит Сальфира Рябова, больше не изготавливают, ушло ремесло. Здесь, в музее татарской культуры, словно переносишься в прошлое. Кажется, вот-вот начнет шуметь утварью хозяйка или подойдет к люльке заботливая мать. В этой комнате собраны предметы начала прошлого века. Старинные вещи первых переселенцев не сохранились. Из архивных данных, то татары сюда приехали в 1786 году по велению Екатерины II. Здесь они основали это село наше. Чепурники стали называться, потому что птицы было много, чапур, были очень богатые земли. Здесь они начали заниматься земледелием. Выращивали горчицу, овощи, занимались животноводством. А вот когда обосновались здесь первые переселенцы из Центральной России, трудно сказать. Например, мечеть Махаля, старейшее здание в селе, было заложено не при Екатерине II, а в 1760 году. И видите, вот пилили вот эту часть, то есть круглая часть оставалась на улице. Обычно гостей сюда не водят, но нам согласились показать уложенные без единого гвоздя бревна. Это основа старейшей в Нижнем Поволжье деревянной мечети. Молитвенное сооружение за 2,5 века неоднократно менялось. Пристраивали помещения, улучшали внутреннее убранство. Одной из реконструкций более 100 лет назад занимался дед Рафика Мулякаева, служивший имамом. И вот тут бедственное положение было, щели там, все прочее, все продувало, мороз, все остальное, печей не было. И вот он организовал все это, ремонт мечети, и вот эти печи поставил. Голландские печи они называются. Они до сих пор функционируют, если их затопить. Но, слава богу, у нас сейчас газ проведенный, но это как стратегический резерв. Для жителей Малых Чепурников мечеть – место силы, единения народов и культур. Уникальное сооружение ежегодно посещают тысячи мусульман и туристов. Постоянно здесь все нации собираются, мусульмане. Кого только нет. Все нации, какие есть, вот приезжают. Даже приезжают не мусульмане, приезжают, чтобы посмотреть историческое, слышат, что есть такая историческая ценность, мечеть есть такая, с древней историей своей. Они приезжают, смотрят, туристы. Помолиться, поговорить о вечном, получить житейский совет приходят в мечеть ветераны СВО. Говорят, на душе становится легче. Ну это же душевное. Душу ты свою можешь излить, прийти, и тебе легче станет. А мечеть, она всегда помогает. Это, всегда так было. И всегда мы помним, что даже там, кто находится, всегда есть такая строчка из песни, что в окопах не бывает атеистов. Жителей Малых Чепурников и большую страну объединяет вера в наших бойцов и победу. В татарском селе с начала спецоперации действует добровольческий отряд. Шьют одеяла, плетут маскировочные сети, готовят пайки, сублимированные. И борщи, и лапша, и харчо, и пюре с печенкой. Меню разнообразное. Каши, разнообразные каши. А еще в селе сохраняют национальную культуру, учат молодежь традиционным танцам и песням, настоящим, старинным, как сама история татарского народа. Татарская музыка – это как и любая музыка о жизни, о любви, обо всем, о родном крае. Стараемся подбирать хорошие песни такие о нашем быте, о нашей жизни, о наших каких-то национальных традициях. И, конечно, на Светлоярской земле всегда ждут гостей, чтобы познакомить туристов с бытом, творчеством и национальным праздничным колоритом. Сабантуй, у нас же ведь Сабантуй сейчас многонациональный, и собираются много национальностей, и вот мы как раз рады показывать там свою татарскую культуру. Мы их встречаем возле ворот, с татарскими песнями, с гармошкой, с музыкой. Скачки у нас, кереш, борьба идет у нас. Обычно в май
Начало июня, конец мая. Сабантуй не привязан к конкретной дате и обычно проходит в конце мая, начале июня. Приглашает всех, кому интересна культура татар. Егор Китаев, Александр Шишин, Вести Волгоград из Светлоярского района. И пока это все вести. До встречи.